Доброго времени суток, дорогие телезрители! В эфире на телеканале НВК «Саха» передача про авто 14, где мы обсуждаем темы и поднимаем вопросы, которые касаются правил дорожного движения. В студии работает Руслан Ачиров. В течение следующих 25 минут вас ждет много полезной и интересной информации. Итак, в сегодняшнем выпуске. Статистика происшествий. Что случилось на дорогах республики за прошедшую неделю? Как совершенствуется система оказания помощи пострадавшим в ДТП и в чем заключается оказание первой доврачебной помощи на месте? Новые дорожные знаки, как они выглядят и что обозначают? Как перевозить детей в автомобиле? Правила 2023 года. Выезд из арки на дорогу. Кто должен уступить? Повторение – мать учения. Правила дорожного движения в нашей студии проверит артист Государственной филармонии Александр Луценко. Но в начале нашего выпуска мы предлагаем вашему вниманию обзор происшествий за текущую неделю на дорогах республики. На автомобильных дорогах республики с 5 по 11 июня зарегистрировано 21 дорожно-транспортное происшествие, где погибло 2 человека, травмировано 27, в том числе пострадало 6 несовершеннолетних. Так, 9 июня в Покровске 38-летний водитель, управляя автомобилем Toyota Mark II, не справившись с управлением, совершил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием. В результате происшествия водитель получил множественные травмы, был доставлен и госпитализирован в реанимационное отделение Хангаласского района. В ходе проверки было установлено, что водитель ехал один, без пассажиров, был пристегнут ремнем безопасности и был трезв. По факту данного ДТП проводится проверка. 8 июня 17-летний велосипедист, двигаясь по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, при этом не спешившись, совершил столкновение с автомашиной Toyota Duna, который совершал левый поворот на разрешающий сигнал светофора. В результате дорожно-транспортного происшествия прибывшая бригада скорой медицинской помощи доставила несовершеннолетнего в больницу и был поставлен диагноз автотравма. Также 8 июня на регулируемом перекрестке улиц Пояркова, Петра Алексеева города Якутска водитель, управляя транспортным средством марки Toyota Succeed, совершил наезд на 15-летнего велосипедиста, переезжавшего вне пешеходного перехода, не спешившись на разрешающий сигнал светофора. В результате дорожно-транспортного происшествия, по предварительным данным, несовершеннолетний велосипедист травм не получил. По данным фактам проводится проверка. Госавтоинспекция призывает родителей внимательнее относиться к выбору места для прогулок своих детей. Прежде чем отпускать ребенка самостоятельно кататься на велосипеде или самокате, убедитесь, что он будет находиться в безопасном месте, а не на проезжей части. Постоянно напоминайте ребенку, что для пересечения проезжей части по пешеходному переходу необходимо спешиться с велосипеда или самоката. Убедиться в безопасности и только тогда переходить дорогу. Не менее важной для безопасности велосипедиста является специальная велоэкипировка. Это шлем, наколенники, налокотники. Данная экипировка существенно снизит получение возможных травм, в том числе при случайном падении. Кроме того, желательно, чтобы одежда у велосипедиста была ярких цветов и оснащена светоотражающими элементами. Не забывайте, что велосипед – это одно из самых неустойчивых и незащищенных транспортных средств. И даже незначительные столкновения могут повлечь очень серьезные последствия. А мы продолжаем. В прошлом году в России стали действовать обновленные правила перевозки детей. Теперь за оставление в автомобиле малолетних детей предусмотрена административная ответственность. Ранее это предписание в правилах дорожного движения отсутствовало. Рассмотрим нововведение подробнее, а также разберем, какие штрафы грозят за неправильную перевозку детей. Малышка Виктория Слепцова путешествует вместе с мамой с раннего детства и поэтому уже привыкла к своему отдельному месту. Сначала это была люлька, а относительно недавно у нее появилось настоящее детское кресло. Это кресло предназначено для детей весом до 32 килограмм. Ребенок, то есть, может до школьного возраста, практически, если ростом маленький, сидеть всегда в кресле и быть в безопасности. При выборе автокресла Виктория настоятельно рекомендует обратить внимание на наличие смягчающих накладок и на замки фиксации.
Помимо того, что они должны надежно фиксировать, они не должны выступать наружу, быть как бы утопленными, чтобы ребенок о них не поранился. Устанавливается железными креплениями, специальными заводскими, здесь сзади к сиденью. И, конечно же, ремнем безопасности тоже обязательно. Как сказано в ПДД Российской Федерации, несовершеннолетнего можно перевозить как в легковом транспортном средстве, так и в кабине грузовой машины. Если человеку еще не исполнилось 12 лет, его нельзя сажать на заднее сиденье мотоцикла, нельзя транспортировать в кузове или в прицепе, а также категорически запрещено перевозить малолетних на руках, поскольку вес ребенка в момент столкновения увеличивается во много раз и удержать юного пассажира практически невозможно. С начала года по Республике Саха-Якутия привлечены 2448 водителей по части 3 статьи 12.23 КоАП РФ, а это значит за перевозку детей без детских кресел. За нарушение такого требования предусмотрена административная ответственность, штраф на водителя в размере 3000 рублей, на должностных лиц 25 тысяч и на юридических лиц 100 тысяч. И еще с начала года одно юридическое лицо было привлечено по части 4 статьи 12.23 КоАП РФ, когда при организованной перевозке групп детей автобус не соответствовал требованиям правил. Дорогие мамы и папы, не рискуйте безопасностью, здоровьем и жизнью своих чад, пренебрегая средствами безопасности. Придерживайтесь простого правила перевозки детей в автомобиле, где на каждого малыша должно быть отдельное место и только в специальном удерживающем устройстве. Спасти жизнь человека, пострадавшего в автоаварии, зачастую не удается... спасти жизнь человека... Спасти жизнь человека, пострадавшего в автоаварии, зачастую не удается лишь потому, что потерпевшему не была вовремя оказана первая доврачебная помощь. Нередко аварии случаются далеко за чертой города, и до прибытия скорой помощи может пройти немало времени. Поэтому огромное значение в данной ситуации приобретает именно грамотно оказанная первая помощь. Более подробно об оказании первой доврачебной помощи пострадавшему в дорожно-транспортном происшествии мы обсудим с Натальей Ивановой, руководителем школы первой помощи Республики Саха-Якутия, врачом-анестезиологом, реаниматологом, кандидатом медицинских наук. Наталья, здравствуйте. Добрый день. Что делать, если увидели автодорожную аварию? Обязаны ли мы оказывать помощь? Существует единый алгоритм действия, который разработан Российским обществом первой помощи, дежурным Леонидом Игоревичем. Если говорить о дорожно-транспортном происшествии, да, если есть угроза опрокидывания машины, да, взрыва машины, то свидетель может ограничиться вызовом экстренных служб, да, это будет считаться оказанием первой помощи. Но если этого нет, если все хорошо, все стабильно, кажется, машина стоит и угрозы взрыва нету, конечно же, мы дальше должны действовать. Вторым шагом, что мы должны сделать, это оценить, что же произошло, сколько пострадавших. Это одна машина, да, или несколько машин, да, участвовало в дорожно-транспортном происшествии. И все это только третьим шагом мы должны передать в экстренную службу по номеру 103 и 112. И четвертое, это, собственно, оказание первой помощи. А объем первой помощи зависит от вида травм, от степени тяжести пострадавшего, да? Сознание и дыхание – основа определения степени тяжести пострадавшего. Да? Допустим, многие боятся, например, случилось ДТП, например, сбили пешехода, да? И боятся вот вообще трогать человека. Да? То есть есть такое мнение, что двигать, трогать человека нельзя, да, перемещать. Да, перемещать нельзя. Если человек лежит, он без сознания, при этом как-то руки, ноги, он искривлен, как-то, да, я вижу то, что большая травма, человек в тяжелом состоянии, лучше такого человека не трогать. Если это, скажем так, в городе, я понимаю, что через 5 минут, через пару минут приедет скорая медицинская помощь, я его не трогаю. Но другое дело касается, если я понимаю, что до приезда скорой медицинской помощи это далеко, где-то в тайге, где-то в лесу, конечно же, я тогда должна уже более детально оценить и попытаться помочь этому человеку. А все-таки вот 2.15 или 3.30? Вот. Да, вообще То есть, хочу... нужно объяснить, наверное, зрителям, да, 2 вдоха и 15 надавливаний. Основа одна – компрессии. Начинаем с компрессии, то есть непрямой массаж сердца, 30 надавливаний и 2 вдоха. 2 вдоха. 2 вдоха. Но есть особенности. При некоторых ситуациях, я вот сказала уже, при кровотечении всегда нужно остановить кровотечение, только потом начать сердечно-легочную реанимацию. Да? Скажем так, при утоплении
например, да, человек, когда захлебнулся водой, мы всегда очищаем, сперва очищаем дыхательные пути, да, максимально, и только потом начинаем сердечно-легочную реанимацию. А вот такой вопрос. Предусмотрена ли ответственность за неоказание первой помощи? Да, есть две противоположные статьи у нас в Уголовном кодексе Российской Федерации. Во-первых, есть, скажем так, ситуация крайней необходимости. То есть я оказала помощь, но при этом случилось какое-то осложнение. То есть я проводила сердечно-легочную реанимацию, поэтому переломала ребра или что-то еще, да, что-то случилось там, травма легких случилась. Но при этом в данной ситуации, когда человек умирает без сознания, без дыхания, если бы я не провела сердечно-легочную реанимацию, он бы умер. Понимаете, это ситуация крайней необходимости считается, да? А вторая противоположность стоит оставление в опасности. Вот человек, который обязан, водитель, да, который был участником или сам, вот, да, они должны остановиться, должны оказать первую помощь. Да, то же самое касается работников, скажем так, патрулей, да, дорожно-транспортных. Вот они обязаны оказывать в данной ситуации первую помощь. Спасибо вам большое за очень интересную беседу. Ну а я напоминаю, что у нас в гостях была руководитель школы первой помощи Республики Саха-Якутия, врач-анестезиолог, реаниматолог Наталья Иванова. Спасибо большое. А мы продолжаем. С 1 марта 2023 года на российских автодорогах появились новые дорожные знаки. Они запрещают движение электросамокатов и автобусов, а также показывают места для подзарядки электроавтомобилей. Еще появились новые варианты знаков начала полосы. Они более информативны. Автомобилист заранее видит, что появившийся дополнительный ряд заканчивается обязательным поворотом или разворотом. Подробности в нашем видеоматериале. В основном будут внесены изменения по знакам парковка, 5.16, место остановки автобуса. Основными изменениями следует то, что будут удалены лишние таблички, это направление действия. К примеру, парковка слева либо справа будет действовать. И, кроме того, на знаке 5.16 будут указаны маршруты именно движения автобуса. Кроме того, стоит отметить, да, вот у нас знак 5.15.1, конец полосы движения. Если наглядно посмотреть, то есть тут будет изменение именно в стрелках. Стрелка понижена вниз, чтобы более-менее ориентировать водителя, то, что он должен уступать дорогу при перестроении. В том числе коснется знаков и парковки. То есть у нас в основном в городе обычно, да, ну, грубо говоря, П, да, знак 6.4. В обновленной версии будут уже применяться способ постановки, куда он будет действовать. Кроме того, с направлением часов времени на парковке, а также платная или бесплатная стоянка. Кроме того, в обновление войдут и внеуличные парковки, то есть обозначается, то есть будет в закрытом помещении. Также будет, мне кажется, вот тоже интересный очень факт, да, как за рубежом обычно у нас применяется движение направо, независимо от того, что запрещающий светофор горит или нет. Ну, в нашем регионе, скорее всего, данный метод не будет применяться. То есть знак «Уступи все» и можно направо. Нужно учитывать то, что данные дорожные знаки еще не регламентированы национальным стандартом ГОСТ 52-289 и не вступили в законную силу. Кроме того, стоит отметить то, что в городе Якутске у нас они еще не применяются, и будут ли они применены, это будет еще остается вопросом. А в нашей новой рубрике «На месте» мы поговорим о въезде и выезде из арки. Телезрители задали такой вопрос: кто кого должен пропустить при выезде из арки? И предложили такой пример. Одна машина проезжает арку и находится в метрах 10 от нее со стороны двора, а вторая въезжает с дороги. Кто должен уступить в этом случае? Давайте разберемся в нашем сюжете. Это типичная ситуация, когда один автомобиль выезжает из двора и проехал несколько метров, а второй повернул на прилегающую территорию. А сама дорога не позволяет разъехаться сразу двум автомобилям. Вот тут и начинаются самые жаркие споры и постоянные конфликты. В таких ситуациях автомашина, которая непосредственно выезжает со второстепенного, должен уступить. Но если автомашина находится непосредственно уже в арке,
выезжает туда и пропускает поток транспортных средств, которые двигаются по главной дороге, тогда уже получается так, то, что водитель, который двигается по главной дороге, уже ему придется просто ему уступить, потому что заехать ему не предоставится возможным. Алексей Местников также напомнил о неписанных правилах, которых следует придерживаться. Перед тем, как заехать на прилегающую территорию, нужно выпустить абсолютно все автомобили, которые выезжают со двора. А если вы уже въехали во двор и перед вашим капотом оказалась другая машина, то назад должен сдавать именно тот, у которого есть больше всего возможностей для маневра. А еще в этой ситуации надо напомнить о пункте 8.3 правил дорожного движения «Выезд с прилегающей территории», когда необходимо уступить дорогу всем участникам дорожного движения вне зависимости от направления их движения. С удовольствием хочу приступить к любимой многими нашими телезрителями рубрике, где горожане проверяют свои знания правил дорожного движения. И наш тест по традиции состоит из 10 вопросов. И сегодня на них ответит артист Государственной филармонии Республики Саха-Якутия, ведущий Александр Луценко. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Александр, у нас традиционный вопрос ко всем нашим участникам. Какой ваш стаж вождения? 10 лет. 10 лет. 10 лет. В этом году нужно менять права. В этом году нужно менять права. Что, волнуетесь? Есть немного, да, есть немного. Итак, ну что, было 10 вопросов. Первый уже на экране. Внимание, можно ли вам за перекрестком въехать во двор? Варианты ответов: можно. Можно, если вы проживаете в этом доме. И третий вариант: нельзя. Мы сразу видим перекресток и обозначающий знак, да, движение вперед, если я не ошибаюсь, да, это движение вперед, которое стоит до перекрестка, это получается, она работает на этом перекрестке, а после перекрестка нету никаких знаков, значит, этот мотоциклист, это мотоциклист? Ага, неважно, ладно, может все что угодно сделать, и повернуть налево, направо, и во двор, так что давайте, да, можно. Вариант номер один можно. Да. Принято. Да. Второй вопрос. Чем необходимо руководствоваться, если нанесенные на проезжей части белые и оранжевые линии разметки противоречат друг другу? Варианты ответов: белыми линиями разметки, оранжевыми линиями разметки. Правила эту ситуацию не регламентируют. Ну, как я знаю, то, что белые, они постоянные, а если оранжевые линии, это, получается, временные. Может, там на дороге что-то произошло, может, какие-то ремонтные работы, и они временные окрашены. Лучше, наверное, да, разметки оранжевые линии, да? Вариант номер два. Да. Принято. Третий вопрос. Какой знак используется для обозначения транспортного средства при вынужденной остановке в местах, где с учетом условий видимости оно не может быть своевременно замечено другими водителями? Варианты ответов: А, второй вариант Б, третий вариант В. При вынужденной остановке. Представим такую ситуацию, едем мы по Вилюй, в сторону Горного Улуса, и у меня что-то случилось с моей машиной. Я останавливаюсь, там, конечно же, нету света, всяких фонарей, и получается, мне надо поставить знак аварийной остановки, правильно? Правильно, значит, это ответ А. Треугольник наш красненький, аварийный знак, то, Номер что я один. остановился. Да. Принято. Первый вариант. Следующий вопрос. Разрешается ли вам выполнить разворот с заездом во двор задним ходом? Варианты ответов: разрешается. Разрешается, если при этом не будут созданы помехи другим участникам движения. И третий вариант: запрещается. Или созданы помехи другим участникам движения. Ну, никаких же знаков нету. Да, давай, разрешается, да. Просто Это разрешается. да. Вариант номер один. Да. Принято. Следующий вопрос. Разрешено ли вам подъехать к месту своей работы, расположенному в зоне действия этих знаков? Варианты ответов: разрешено. Разрешено только в рабочие дни. Разрешено только в нерабочие дни. И четвертый вариант: запрещено. Просто разрешено, наверное. Вариант номер один. Да, не буду же я именно в рабочие дни заходить к себе в дом. Да, разрешено. Принято. Следующий вопрос. В каком направлении разрешено продолжить движение водителю легкового автомобиля? Вариант ответов: только по кругу, только направо, в любом направлении из перечисленных. Он находится в кругу, без желания выйти из этого круга, тогда только по кругу. Вариант номер один. Вариант номер один. Принято. Так. Следующий вопрос. В данной ситуации преимущество имеет, вариант ответов:
легковой автомобиль, так как он движется на подъем. Мгм. Грузовой автомобиль, так как он движется на спуск. И третий вариант – грузовой автомобиль, так как препятствие находится на полосе движения легкового автомобиля. Скорее всего, это легковой автомобиль, так как он движется на подъем. Вариант номер 1. Да. Принято. Следующий вопрос. Как вам следует поступить при повороте налево? Варианты ответов: остановиться у стоп-линии и дождаться сигнала регулировщика, разрешающего поворот. Второй вариант: выехав на перекресток, остановиться и дождаться сигнала регулировщика, разрешающего поворот. И третий вариант: повернуть, уступив дорогу встречному автомобилю. Он должен мне показать, я еду налево, он должен указать на меня и на левую сторону. И это будет для меня вперед. А в данный момент я что делаю? Я останавливаюсь, вот где разметка стоп-линия. Так. Это получается у нас какой И ответ? дожда- Остановимся у стоп-линии, да, и дождаться сигнала регулировщика. Да, вот первый Вариант вариант номер мне 1. подходит. Мне подходит. Принято. Следующий вопрос. Разрешено ли обучать вождению на этой дороге? Вариант ответов: запрещено. Разрешено только при движении по крайней правой полосе проезжей части. И третий вариант: разрешено. Ну, точно это не запрещено. И вот это меня смущает. Вот второй. Наверное, давайте разрешено. Просто разрешено. Мне Вариант кажется, номер да. 3. Да, автострада, пускай учится. Молодец. Принято. Хорошо едет. Последний вопрос. Так. Можно ли использовать в светлое время суток противотуманные фары вместо ближнего света фар? Варианты ответов: можно. Второй вариант: можно, кроме случаев движения в тоннелях и в условиях недостаточной видимости. И третий вариант: нельзя. В туннелях и в условиях... Да, ну, если чисто логически подумать, темно. В темное место заехали, конечно, нужно будет включить фары. Хотя бы ближнего света, да. Так что давайте... Второй вариант. Можно, кроме случаев движения в тоннелях и в условиях недостаточной видимости. Вариант Ответ номер да. 2. Итак, ну что, друзья, Александр ответил на все 10 вопросов. А насколько правильно и, соответственно, результаты его ответов проверит преподаватель учебного центра «Фаворит» Наталья Ленских. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Александр, вы ответили на 10 экзаменационных вопросов. И первый вопрос был: можно ли вам за перекрестком въехать во двор? Вы абсолютно верно рассуждали. Этот знак действительно распространяется только на перекресток, перед которым он установлен. Да, можно. Это был правильный ответ. Чем необходимо руководствоваться, если нанесенные на проезжей части белые и оранжевые линии разметки противоречат друг другу? Также правильно рассуждали. Оранжевые линии – это временная разметка. И, конечно, необходимо руководствоваться оранжевыми линиями. Какой знак используется для обозначения транспортного средства при вынужденной остановке в местах, где с учетом условий видимости оно не может быть своевременно замечено другими водителями? Вы также дали правильный ответ – знак А. Разрешено ли водителю выполнить разворот с заездом во двор задним ходом? Вы правильно рассуждали, что здесь нет никаких знаков, запрещающих разворот, ничего, никаких правил не нарушит, если в этом месте выполнит разворот. Но вы забыли все-таки о том, что движение задним ходом возможно только при условии, что это не создаст помех другим участникам дорожного движения. Это был неправильный ответ. Правильный ответ будет второй. Разрешено, если при этом не будут созданы помехи другим участникам дорожного движения. Разрешено ли вам подъехать к месту своей работы, расположенному в зоне действия этого знака? Знак нам говорит: запрещено движение всех транспортных средств в обоих направлениях, и дополнительная табличка уточняет, что знак распространяется только на рабочие дни. Но знак не распространяется на тех, кто проживает или работает в обозначенной зоне. Вы дали правильный ответ. В каком направлении разрешено продолжить движение водителю легкового автомобиля? Также был дан правильный ответ, только по кругу. В данной ситуации преимущество имеет действительно легковой автомобиль, так как он поднимается на подъем, преимущество будет у того, кто поднимается. Как вам следует поступить при повороте налево? Хорошо знаете сигналы регулировщика. Действительно правильный ответ дали: остановиться у стоп-линии и дождаться сигнала регулировщика, разрешающего поворот. Разрешено ли обучать вождению на этой дороге? Никаких ограничений у нас по этому правилу дорожного движения не регламентирует. Действительно разрешено.
Можно ли использовать в светлое время суток противотуманные фары вместо ближнего света фар? Также верно рассуждали. Действительно, можно, кроме случаев движения тоннеля, в тоннелях и в условиях недостаточной видимости. Это был правильный ответ. Александр, вы ответили на 10 вопросов, ошиблись на 1 вопрос. Я думаю, это хороший результат. Это для меня отличный результат. Да. Я вам желаю удачи на дорогах. Напоминаю, что правила дорожного движения у нас меняются, поэтому всегда рекомендую их повторять, следить за изменениями, чего и также рекомендую делать нашим телезрителям. Вот и подошла к концу наша передача. Дорогие уважаемые телезрители, будьте внимательны на дорогах, берегите себя и до новых встреч в эфире.